Столкнетесь с роумингом, так давайте познакомимся с ним поближе. Сегодня человеку, живущему в ритме суетливой жизни, невозможно обойтись без телефона. Каждый из нас знает, сколько средств из кошелька забирает этот незаменимый гаджет. Вы, будучи жителем Назрани, позвонили во Владивосток, а за одно лишь слово «Алло» уже списали солидное количество денег. Роуминг, понимаете ли. Ну о каком роуминге именно идет речь? Давайте разберемся. Итак, о роуминге на местные звонки. Например, человек в Назрани звонит абоненту, который тоже в Назрани. За минуту разговора платится рубль. Но если клиент с ингушским номером уедет во Владивосток, то там за звонки по городу с него возьмут 10 рублей за минуту. Антимонопольщики уверены, что это нечестно. Надо брать столько же, сколько по этому тарифу платят звонящие друг другу жители Владивостока или Назрани. Один и тот же тарифный план, одна и та же плата. Регион значения не имеет. Никакие тарифы, никакие переходы с одного оператора на другой по пересечению административной границы, это административная граница, не межгосударственная, никаких нагрузок он не несет. Если несет, это минимальное, это нагрузки ни на что не должны влиять. Поэтому внутри страны, по мнению ФАСа, по нашему убеждению, роуминга не должно быть. Мы все живем в Российской Федерации. Каждый задается вопросом, почему я должен платить втридорога за мобильную связь в своей же стране? Этим вопросом задалась антимонопольная служба России. Тысячи пользователей мобильных телефонов по всей стране, затаив дыхание, ждут вынесения вердикта. А тем временем ФАС России уже направил письма с предупреждением ведущей четверки мобильных операторов страны. В этот период, в принципе, все операторы они написали ходатайство о продлении сроков рассмотрения. Некоторые заявили, что они не подчинятся, с ними ведется работа. Но большинство сказали, что да, действительно, мы внесем изменения, мы изменим внутрисетевой роуминг, мы его отменим, будем двигаться в этом направлении. Поэтому сроки исполнения предупреждения сегодня еще не прошли, но в любом случае внутрисетевой роуминг, я уверен, что будет отменен. Допускаем вариант, если мобильные операторы проигнорируют предупреждение ФАС России. Каково дальнейшее развитие событий? Самое суровое наказание от ФАС – это возможность перечислить в федеральный бюджет необоснованно полученный доход. По неофициальной информации, операторы зарабатывают на роуминге около 5% своих доходов. Это принесет колоссальные расходы для их компаний. В любом случае, эта ситуация скоро изменится в лучшую сторону, или максимум, что случится, роуминг останется. Получается, что и так нам терять нечего. Просто следим за развитием событий. Мадина Базиева, Алисхан Китиев, Мосыр Гагиев, Утро Ингушетии.